Хирурги Республиканской клинической больницы освоили сложнейший метод операции на печени по удалению опухолей. Ради спасения жизни пациента в таких случаях приходится частично убирать сам орган. При этом после операции больной начинает выздоравливать. О современной технологии расскажет Татьяна Иванова. В практике врачей встречается такой вид опухоли печени, как гемангиома. Она считается доброкачественной, но в процессе роста часто приводит к нарушению функции органа, вплоть до ее некроза. Хирурги Республиканской больницы считают, подобное образование необходимо вовремя удалять. Но для того, чтобы пойти на операцию, врач должен обладать самыми сложными навыками. Владеем всеми видами операций на печени, поджелудочной железе. Да, и тут и обширные анатомические резекции, сегментэктомии, да, атипичные резекции, с резекцией магистральных сосудов, с резекцией внутрипеченочных желчных протоков. Да. Так что весь спектр охвачен в нашем отделении. Идет операция по удалению гемангиомы молодой женщине. В процессе хирургического вмешательства врачи решают, как провести резекцию. Бывает, что приходится удалять целую долю. Доктору Ворончихину помогают его ученики Жамбулат Байханов и Александр Катайкин. Самый лучший учитель, золотые руки и, так скажем, республики не понаслышке знает, какой он хирург. Одно удовольствие с таким руководителем работать. Это счастье иметь такого руководителя. Недавно доктора спасли жизнь жительницы Канаша. Зинаиде Степановой 84 года. В тяжелом состоянии с нагноившимся образованием в печени она поступила в хирургическое отделение. И вот мне вот такую пожилую вылечили и отправили на здоровый путь жизни. Продолжаю здоровый образ жизни вести благодаря врачам хирургического отделения республики. За год хирургическая бригада выполняет около 50 подобных операций. В общей сложности около 700 различных вмешательств на печени, поджелудочной железе и желчных протоках. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.